Коми стартовал медиаобразовательный языковой блок тура «В гостях у носителей языка». Проект реализуется ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальности и сообщества языковых активистов новых медиа. Главная задача блок-тура – популяризация и продвижение родных языков народов России в молодежной среде. С юными этноблогерами познакомилась Татьяна Супряткина. Владислав Архинчеев – известный этноблогер из Бурятии. Он продвигает родной язык через соцсети. В своей группе на мемы со смешными картинками накладывает текст на бурятском языке. Когда я узнал о блок-туре, я очень воодушевился, потому что я понял, что я не один языковой активист, который пытается продвинуть свой родной язык в сети. И надеюсь, что в данном блок-туре, на данном мероприятии сегодняшнем, смогу узнать очень много нового о том, как люди, какими способами пытаются свой язык развивать. Найти интересные языковые практики среди молодежи в разных уголках нашей страны. Именно для этого собрались участники блок-тура. Им есть чему поучиться друг у друга. Поделиться опытом, взять чьи-то находки на заметку. Проект Федерального агентства по делам национальности помогает участникам не просто сохранять, но и развивать и продвигать родные языки в молодежной среде. В Коми мы хотим познакомиться как с самой культурой национальной, так и с языковыми находками. Да? То есть мы уже вчера познакомились в издательском доме с разными национальными играми, карточками и так далее. Вот вы видите, у меня тут есть уже подарочек, который говорит о том, что я действительно лучший друг. И мы очень надеемся, что мы тоже будем полезны, потому что ребята готовы рассказывать о том, как они к этому пришли, к сохранению родного языка именно, и как им это удается делать в своей среде. Участников блок-тура ждет насыщенная программа. После открытия в Доме дружбы народов стартовал медиаобразовательный семинар. На нем этноблогеры делятся опытом продвижения культурно-языкового наследия в современных проектах. Петербуржец Иван Ерофеев представляет родной русский язык. Говорит, оберегает его грамотность во всех медиасферах, но чаще участвует в радио и телепередачах. И обязательно в образе, в русской рубахе и поясе, который он соткал в 13 лет. Считаю, что я охраняю русский язык от каких-то нововведений, от неграмотности в первую очередь, потому что сейчас, к сожалению, на телевидении, на многих таких городских мероприятиях ведущие, комментаторы делают очень много ошибок, которые, казалось бы, абсолютно элементарные, и в обычной простой речи они даже не кажутся уже ошибками. То есть англицизмы, они, конечно, от них никуда не деться, это нормально, но самое главное, чтобы они не замещали русские слова, а наоборот приносили что-то новое. Ачир Тербатаев с коллегами поделится информацией о работе Центра по развитию калмыцкого языка. Его представители титульной нации изучают в школах обязательно. В основном это методическая поддержка в образовании, в преподавании родного языка, методическая поддержка в преподавании предметов региональной компетенции. Также это работа с старописьменными памятниками. Калмыки – это один из нескольких народов в России, имеющих свою национальную письменность. Также таким одним из главных, одним из главных задач нашей деятельности – это не только цифровизация, уже многие, наверное, знают про цифровизацию родных языков, но и пропаганда через видео и аудиоматериалы. Медиа-семинаром в этом году открыли ежегодный республиканский этнофорум «Мы россияне», который пройдет с 24 по 27 октября в Сыктывкаре и Инте. Выездной форум – это общение на местах и обмен лучшими практиками, в том числе и по развитию госязыков. В Республике Коми ведется большая работа по развитию государственных языков. Их у нас два – это русский и коми язык. Реализуется множество проектов в сфере образования, науки, культуры, информационных технологий. И уверен, что у нас будет чем заинтересовать и чем удивить наших гостей. Блогеры в рамках тура посетят районы Коми, погрузятся в коми-культуру и языковую среду, познакомятся с успешными этнообразовательными и этнокультурными проектами региона, яркими творческими личностями. Завершится блок-тур пресс-конференции в Доме дружбы народов 27 октября. Татьяна Супряткина, Анастасия Тюрнина, Владислав Кульчицкий, телеканал Юрган.